Всем привет, с вами снова Жандос. Как вы помните, я работаю инженером управления реактора, и это вторая часть видео по просмотру фильмов про физику. А теперь переходим к первому фильму. Это сериал «Чернобыль». Все знают про Чернобыльскую аварию, произошедшую 26 апреля 1986 года. Он сделал все это, веря в безаварийность. АЗ-5. Простая кнопка, отключающая все, но в созданных им условиях. АЗ-5 – это стержни аварийной защиты, которые существовали на Чернобыльской АЭС, которые были необходимы для того, чтобы мгновенно заглушить ядерную реакцию. АЗ-5. Извлеченные стержни управления возвращаются в реактор. Тем самым заглушая ядерную реакцию. Сокращает реактивность, но наконечники сделаны из графита, а он ее ускоряет. В первую очередь в ядро входят... То есть получается, что карбид бора, вообще бор, является очень сильным поглотителем нейтронов. Его зачастую используют для заглушения ядерной реакции, потому что бор по природе очень сильно поглощает нейтроны. А, как здесь сказали, наконечники из графита бора, они ускоряют ядерную реакцию, потому что графит является катализатором. Поэтому это была ошибка инженеров. Реакция в ядре, что и так поднималась, взлетает до небес. Потому что графит Все первый попал молекулы жидкой воды до последней активную тут же зону. превращаются в пар. Он расширяет и повреждает ряд каналов для топливных стержней. Стержни управления в них не могут двигаться. Графитовые наконечники закреплены и бесконечно ускоряют реакцию. Чернобыльский 4-й реактор теперь атомная бомба. Я считаю, что HBO очень хорошо показали нам, как произошла ядерная авария на Чернобыльской АЭС 1986 года, которая запомнилась всем на многие годы. В принципе, я бы порекомендовал этот сериал тем, кому будет интересна эта ситуация. Переходим к следующему фильму. Ядерный арсенал США способен 14 раз уничтожить каждую вашу страну. И для этого я нажму эту кнопку. Так, здесь мы видим, как США выпускают ядерные бомбы. Вы не должны на нее поддаваться. И другие страны действуют по такому же типу. То есть все выпускают ракеты по очереди друг на друга. Запуск. По своей сути, это может привести к уничтожению всего населения на Земле. Может, кто-то из нас задумается о своем месте в истории и решит деактивировать боеголовки? Добровольцы? Нет? Тогда я. Здесь мы видим, что он говорит деактивировать бомбы, но на английском здесь написано self-destruct, то есть они самоуничтожаются. Тем самым происходит взрыв этих ядерных бомб в атмосфере. Банкар. Мы только что избавились от ядерной угрозы. А взрыв ядерных бомб в атмосфере никаким образом хорошо не повлияет на атмосферу и на жизнь населения Земли. Ведь, как мы помним, влияние от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне были заметны даже в Париже. Как минимум, я уверен, что это повлечет к радиоактивным осадкам, которые будут оседать на поверхности Земли, тем самым заражая поверхность. Так, следующий фильм. «З» значит Захария. Человек в каком-то экзоскелете. Так, он снял его. Эй, выйди из воды. Вот. Быстро выходи. Пойми, эта вода не из долины. Пожалуйста, выйди из воды. Нет.
Так, ну, по всей видимости, радиоактивная вода, потому что дозиметр показывает присутствие частиц на теле. Ты как? Можешь помочь? Можешь сделать? Я не могу. Поможешь? Здесь автор пытается нам показать симптомы после того, как человек облучится. Мы можем это увидеть, что девушка его предупредила. По всей видимости, вода радиоактивная. Далее парень вылазит из воды, проверяет свое тело дозиметром и обнаруживает на себе частицы. У него рвота и какое-то осложнение пошло. Тем самым не купайтесь в радиоактивной воде. Следующий фильм «Телепорт». Очень интересный фильм, очень давно его смотрел. Мири, прости. В принципе, такое невозможно. Но если мы в далеком будущем изучим квантовую телепортацию и принцип квантовой суперпозиции, то через несколько десятков, сотен лет, возможно, человек сможет телепортироваться, как в фильме. Но для того, чтобы он так телепортировался, скорее всего, будет необходимо огромное количество оборудования, которое будет его телепортировать. А так, сам по себе, он не сможет. Смотрите фильмы, любите физику и держат панцирь.